Сегодня мне хотелось бы довести до вашего сведения в первую очередь результаты изучения мнения населения Томирского района о коррупции, а во-вторых, рассказать о проводимой на территории нашего района антикоррупционной работы. На территории Актамирского муниципального района было проведено анкетирование населения с целью изучения мнения о коррупции. Респонденты были разного возраста, это лица и до 30, и свыше 55 лет. Большая часть анкетированных – это люди активного зрелого возраста от 30 до 55 лет. Среди них 54% были женщины, 46% опрошенных были мужчины. Из запрошенных более половины, а именно 56% в своей жизнедеятельности из запрошенных более половины, а именно 56% в своей жизнедеятельности сталкивались с коррупцией. 44% якобы с коррупционными проявлениями не сталкивались. Хотя последующие ответы этих 44% респондентов говорят об обратном. По мнению анкетируемых, коррупция – это взяточничество. 84% опрошенных так считают. 9% респондентов считают, что это использование должностного положения в личных интересах. 4% считают, что это блат, использование личных контактов. И по 2% подношение подарков и незаконное присвоение ресурсов в личных целях. На вопрос, что такое взятка, по мнению анкетированных, это передача непосредственно денег, бытовой техники, коробка конфет, бутылка спиртного, так скажем, пакет считает 13%, и оказание услуг 6,8% считают. На вопрос, кому приходилось давать взятку, опрошенные ответили, что приходилось давать взятку работникам сферы здравоохранения, представителям коммерческих организаций, сотрудникам ГИБДД, представителям организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, служащим органов местного самоуправления, в суде, в школе. 34,5% ответили, что они взяток не давали. При этом взятка, по их мнению, это непосредственно деньги. Оказание услуг, пакет для них взяткой не является. Поэтому сказать на 100% о том, что те анкетированные, которым не приходилось давать взятку, на самом деле этого не делали, нельзя. Инициатором незаконного действия выступало должностное лицо в 93% случаях. Оставшиеся 7% сам респондент являлся инициатором незаконного действия. Более коррумпированы, по мнению опрошенных, это врачи. Далее это сотрудники ГИБДД, чиновники администрации, работники прокуратуры, работники земельного комитета, сотрудники военного комиссариата, сотрудники органов внутренних дел, судьи, директора предприятий, работники санэпиднадзора, сельская администрация, учителя школ, сотрудники БТИ, сотрудники пенсионного фонда. Процентное соотношение превышено в связи с указанием респондентами нескольких вариантов ответа. По сумме затраченных денежных средств респонденты сообщили, что затратлены для незаконного решения вопроса от 1 до 5 тысяч рублей 65% затратили, от 5 до 10 тысяч рублей было затрачено 29%, 1,5% затратили на взятку от 10 до 100 тысяч рублей и более 100 тысяч рублей 4,5% опрошенных затратили на взятку. Получилось ли решить вопрос у респондентов путем дачи взятки? Опрошенные ответили, что да, у 42% вопрос решился. Нет, ответили 36%. И частично решился у 22%. Причиной коррупции анкетированные считают недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, низкая заработная плата служащих, отсутствие общественного контроля, низкий культурный уровень, несовершенство судебной системы, национальные традиции. На вопрос, изменился ли уровень коррупции в районе за последнее время, 41% респондентов на этот вопрос затруднились ответить. Стал больше, считают 34% опрошенных. Все осталось на прежнем уровне, ответили 18% опрошенных. И стал меньше, 6% считают. Вот такое мнение о коррупции у населения на территории нашего района. Каждому из нас необходимо сделать для себя определенные выводы. Во второй части своего выступления хотела бы рассказать о проводимых на территории района антикоррупционных мероприятиях.
11 декабря 2014 года постановлением руководителя исполнительного комитета была утверждена антикоррупционная программа Акташского муниципального района на 2015-2020 годы. В этом году эта программа была продлена до 2023 года. Одной из самых действенных мер противодействия коррупции на территории нашего государства, и наше не исключение, является предоставление услуг через многофункциональный центр. Вот уже несколько лет проводится работа по увеличению перечня предоставляемых услуг по принципу действия одного окна. Это позволяет ограничить прямой контакт заявителя с исполнителем. Сейчас в нашем муниципалитете оказывается 103 услуги, и 83 из них мы оказываем через МФЦ. Это составляет 81%. Предоставление не всех услуг обусловлено со спецификой оказания услуг. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является одним из приоритетных направлений антикоррупционной программы в нашем муниципальном районе. В 2018 году в исполнительном комитете создан отдел закупок, который осуществляет свою деятельность от имени 105 муниципальных заказчиков. Закупки проводятся посредством проведения открытого аукциона в электронной форме. В 2018 году сотрудниками отдела было размещено 267 тендеров, в 2019 346, за истекший период 2020 года 193. Еще одним направлением программы района является деятельность по управлению муниципальной собственностью. С 2006 года по решению Совета была организована Палата имущественных и земельных отношений Акташского района. Деятельность палаты в первую очередь четко регламентирована, то есть все действия сотрудников регулируются нормативно-правовым законодательством. Во-вторых, деятельность палаты находится под постоянным контролем общественности. Организация открытого доступа к реестрам приватизируемого имущества, постоянное информационное освещение вопросов аренды муниципального имущества, проведение открытых аукционов по земельным участкам и имуществу. И в-третьих, это предоставление услуг палаты через многофункциональный центр. Всего палата имущественных и земельных отношений предоставляет 42 услуги, из них оказывает через МФЦ 41. Еще одна сфера деятельности программы – это образование. Образование – одна из самых больших отраслей работы по противодействию коррупции, и ее сотрудниками проводится очень много. Хотелось бы отметить положительное направление образования в цифровизации своих услуг. На территории нашей страны и района введена и действует услуга «Электронный детский сад». За 2020 год поступило 242 заявления об устройстве детей в дошкольные учреждения. Все дети были устроены. В 2019 году устроено 342 ребенка, в 2018 – 421. Работа программы «Детский сад» ограничила прямой контакт заявителя с исполнителем. Также нельзя не отметить организацию работы на территории Акташского района по участию всех образовательных, культурно-просветительских и спортивных учреждений в формировании непосредственно отношения к коррупции, повышение уровня правосознания и правовой культуры среди учащихся и их законных представителей. Проводятся дни правовых знаний, уроки с участием представителей органов власти, правоохранительных органов, собрания, классные часы, беседы, круглые столы, оформлены книжные выставки. К работе привлекается молодежная общественная организация «Форпост». Также во всех образовательных организациях района в учебный курс введены программы антикоррупционного просвещения и воспитания. Эта работа положительно сказывается на формировании сознания нашего будущего поколения. Дети растут с четко сформулированным понятием честности, нормы поведения для них становятся порядочной, законопослушной. Учащиеся района активно принимают участие в районных и республиканских конкурсах творческих работ антикоррупционной направленности. В 2020 году наши дети с Чуракаевского, Уразаевского и Бугадинского поселений стали победителями в нескольких номинациях конкурса «Коррупция глазами детей». 4 декабря в Кремле прошло награждение участников. Реализация антикоррупционной политики в муниципальном районе осуществляется и через работу комиссии по координации работы по противодействию коррупции и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. С 2017 года в Акташском муниципальном районе на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции были рассмотрены вопросы, касающиеся профилактической антикоррупционной работы с государственными муниципальными служащими и сотрудниками подведомственных учреждений. Всего проведено 12 заседаний, рассмотрено 53 вопроса.
С 2017 года проведено 41 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления. Рассмотрен 91 вопрос. В основном на этой комиссии рассматриваются уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, либо уведомления о возможном возникновении конфликта интересов. Так, например, в 2019 году на заседании комиссии рассматривалась информация прокуратуры о несоблюдении требований федерального закона о противодействии коррупции. Глава поселения при сходе граждан рассматривал вопрос, связанный с деятельностью близкого родственника. Возникла ситуация, при которой личная заинтересованность могла повлиять на ненадлежащее объективное решение вопроса. Глава сельского поселения за неуведомление о возможном возникновении конфликта интересов привлечен к дисциплинарной ответственности. Приведу еще один пример. В Татарстане в 2020 году по решению комиссии одного чиновника уволили в связи с утратой доверия. Это руководитель исполнительного комитета одного из сельских поселений. Проверкой, проведенной управлением по антикоррупционной работе, было выявлено, что бывший руководитель скрывал часть своего имущества, а также при осуществлении своей деятельности не сообщил о возникновении конфликта интересов. Скажу для сведения, что с 2018 года на территории Татарстана уволили и включили в реестр уволенных в связи с утратой доверия более 20 служащих. Всего по России в такой список включено 2500 лиц. Последствия внесения в данный список – это как наличие судимости, распространяется негативное влияние на лицо и на его близких, дети, супруги. Информация о деятельности комиссии размещена на официальном сайте Ахтырского муниципального района в подразделе противодействия коррупции. Также на указанном сайте обеспечена открытость и доступность для населения информации о доходах служащих муниципального района в подразделе сведения о доходах. На сайте района имеется интернет-приемная, функционирует телефон доверия, горячие линии и другие информационные каналы, с помощью которых граждане могут сообщить о фактах коррупции. С любым вопросом и жалобой на бездействие должностных лиц гражданин может обратиться через портал государственных услуг в подраздел «Народный контроль». Вся вышеперечисленная деятельность дает свои результаты. Нам необходимо сохранить их, продолжить реализовывать мероприятия программы. Приоритетным направлением деятельности является обеспечение открытости и прозрачности органов местного самоуправления. Мы должны быть открыты и доступны для населения. Только так можно завоевать доверие к власти. Муниципальный гражданский служащий должен добросовестно относиться к своим обязанностям по уведомлению работодателя о личной заинтересованности. Всем нам необходимо безоговорочно соблюдать установленные запреты и ограничения. Необходимо продолжить антикоррупционную пропаганду и антикоррупционное обучение. Крайне важно сформировать у каждого человека негативное отношение как к коррупции, так и к коррупционерам. Привлекать к этой работе средства массовой информации. Доклад окончен. Благодарю за внимание. 2020 yılda yılbaşından başlap senin ko'rsatgan internet priyomniyandan yashirincha shumirada aytgan korrupsiya fakti Вообще сообщений не было. и не звонка. И не звонков, и не сообщений через народный контроль информации о коррупции в Ахтырском районе или какой-то... А пайда шалтыратырат есің бар. Ну, у нас на официальном сайте Шол сайтта телефонда. Команда вызывает да? Можете по антикоррупции и в том числе и у меня, и в приемных ваши телефоны указаны все. Ну, она приемная, она майдариннан да что-то не то. Я прокуратура башкарады. Асадыр біздің штаттардан дебейтесім кимешім mesela инде парадым аны. Шу шартты білген теш, коррупция факты белән очрашкан икән, ул кайда бүген нәрсә хәбәр бирә ала. Аны без әле халыкка карап җиткердек дип мин әйтәм. Мин приемныйга алып. Әле буенча чаралар нәрсәләр мин приемныйга алып. Аны утырыштырдым. Его механик когда дешево, но механизм не мешает, потому что на базу. Сигнали яш, я мать гандай, что на коране, на лонга система сан, на нас сигнал пора. Али рахмат, давай, сим шел сфера дан килган, больше не разговаривал, система салат.